Сегодня состоялось заседание парламента Абхазии. На повестке дня 9 вопросов. Было внесено ряд предложений об изменении некоторых из них. В частности, об исключении из обсуждения проекта закона о приватизации и о подоходном налоге с физических лиц. По каждому из них депутаты голосовали отдельно. В итоге с повестки дня исключили 2 вопроса. Первым депутаты обсудили проект закона о праздничных и памятных днях в республике. Согласно данному документу, нерабочими днями считаются 6 и 8 января. Праздничными нерабочими днями стали 23 мая, 28 августа и православный праздник Пасхи. Также 13 декабря, День святого апостола Андрея Первозванного, признан праздничным рабочим днем. 7 января является праздничным нерабочим днем. Этот праздник – Рождество Христово. Весь православный, весь христианский мир празднует этот праздник. С этого дня, можно сказать, исчисление новой эры, нового века. По просьбам наших граждан, праздничный день 7 января многие верующие люди со своими прекрасными семьями приезжают на ночное богослужение. 6 и 8 дня мы хотим сделать днями нерабочими, для того, чтобы дать возможность нашим людям, верующим людям, 6 числа подготовиться к этому великому празднику, и 8 число имели возможность в кругу семьи праздновать этот прекрасный день праздничным днем. Касаемо праздника Пасхи, я хотел бы отметить, что этот праздник Пасхи отмечают во всем мире, более 40 стран. В нашей стране праздник Пасхи не является праздничным днем. Этот праздник всегда попадает на воскресный день. И вы помните, что весь наш народ как готовится к этому празднику. Этот праздник справляют семьями, в кругу семьи. Многие люди ездят в храм на ночное богослужение. И на следующий день им приходится выходить на работу. Мы предлагаем внести в наш законопроект праздничный нерабочий день. Воскресный день Пасхи, для того, чтобы наши граждане в понедельник могли провести в кругу семьи, был нерабочим днем. Также я хотел бы затронуть вопрос 23 мая, День святого апостола Симона Канонита. Откуда мы знаем о праздничных днях, о Рождестве Христова, о Пасхе, о воскресении Христа? Мы знаем от святых апостолов, апостола Андрея Первозванного и апостола Симона Канонита. Эти святители, ученики Иисуса Христа, принесли благую весть на территорию Абхазии. Они сказали нам о том, что Христос родился и Христос воскрес. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба поддержал предложение и отметил, что данные изменения необходимо было ввести еще раньше. Данные предложения по внесению в законодательство мы еще обсуждали в прошлом году в рамках комитета и хотели это увязать с принятием нового трудового кодекса, чтобы в трудовом кодексе отразить помимо иных праздничных и памятных, в том числе нерабочих дней, и выше обозначенные. В связи с тем, что разработка трудового кодекса затягивается, и было принято решение, не дожидаясь, эти предложения, которые неоднократно поступали как в профильный комитет, к отдельным депутатам, также представители, исповедующие православие, обращались и к президенту, чтобы данные праздничные дни были не только церковными праздниками, но и государственными праздниками Республики Абхазия. Поэтому мы поддерживаем принятие данного закона и просим депутатов принять его в первом и окончательном чтении. Депутаты были в своем решении единогласны. С момента вступления поправок в законную силу в нашей стране добавится 5 выходных дней.
Затем депутаты рассмотрели проект закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Представляя данный документ, глава комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Георгий Агрба выразил уверенность в том, что данные изменения будут полезны для устройства бюджета и бюджетного процесса в целом. Скажу о самом законопроекте коротко, потому что это мы не раз это здесь представлял министр финансов, затем комитет комментировал этот законопроект нужен, он отвечает современным требованиям. По сути, это бюджетный кодекс, где раскрыты все понятия всего процесса, бюджетного процесса, протекающего в стране. Вводится институт казначейства, который, на наш взгляд, упорядочит движение бюджетных ресурсов, ускорит весь этот процесс и в целом принесет пользу. В процессе обсуждения возник вопрос о соответствии предлагаемых поправок с Конституцией Республики. Дело в том, что в данном законопроекте больше полномочий дается районам в плане принятия в каждом районе своих органов местного самоуправления вправе самим принимать свой бюджет. Это первое. Второе, мы все-таки принимаем государственный бюджет в общих параметрах. Как бы мы их решение превращаем в закон, затем приняв государственный бюджет. Нас юристы убедили, что в этом противоречия нет. Проектом закона мы как раз выполняем то, что лежит в основе Конституции, это принятие бюджета местными органами самоуправления. Более подробно на возникшие вопросы депутатов ответил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Местный бюджет утверждают местные органы самоуправления. На самом деле, как сегодня происходит, парламентом республики утверждается государственный бюджет целиком с учетом республиканских параметров и консолидированных параметров местных бюджетов. Однако при его исполнении на местах, то есть в районах, местные бюджеты исполняются самостоятельно. До утверждения закона о государственном бюджете принимаются решения местных органов самоуправления об утверждении местных бюджетов. Соответственно, это неправильно и так не должно быть. У каждого в данном случае органа есть по Конституции и по законодательству свои полномочия, в пределах которых они, в том числе бюджетных, в пределах которых они должны их осуществлять. Так вот, этим законопроектом предлагается все-таки какую-то часть все же закрепить на уровне закона. Вот, в принципе, и вся конструкция, которая предлагается законопроектом. Она имеет место быть и сегодня, она имеет место и в соответствии с, в данном случае, законодательством. Однако народных избранников не удовлетворил комментарий министра финансов. Я думаю, что эта норма была очень правильно обозначена при разработке этого законопроекта. Мы ее изменили, даже не прочитав и не только на слух сказали, что мы для районов, для сел делаем панацею от всех бед, придумали и взяли, внеси поправку. А если у этого села доходы не хватает на то, чтобы выплатить даже зарплату работников этого аппарата, что это нормально, вы считаете? По мнению депутата Даура Аршба, этот закон, безусловно, необходим. И прежде всего, потому что в нем предусмотрено введение института казначейства. Безусловно, мы изначально говорили, что этот закон необходим. И прежде всего потому, что в нем предусмотрено введение нового института казначейства. Хочу несколько слов сказать о предыстории этого вопроса о казначействе. Вы все помните, что эта тема возникла, когда пошла целевая помощь Российской Федерации по социально-экономическому восстановлению Абхазии. И после проверок, совместных проверок парламента Республики Абхазия, счетной палаты Российской Федерации, российская сторона поставила вопрос о введении этого института в системе финансов Республики Абхазия. К сожалению, я не уверен, что после введения этого очередного института у нас с вопросами правопорядка и исполнения законов ситуация поменяется.
Но вместе с тем закон нужен, безусловно. Данный документ вызвал очень бурное обсуждение. Часть депутатов предлагала внести изменения в статью 41 и 42. Другая же настаивала на принятии документа без изменений. Некоторые комментарии увели депутатов от сути обсуждаемого вопроса. За последние 10 лет у нашей страны не было задолженности по заработной плате. Сегодня эта заработная плата, то есть задолженность по заработной плате появилась. Должен быть резервный фонд государства и определен порядок его освоения. Закон он нужен и необходим, но мы одной рукой создаем хорошее дело, другой рукой это дело губим. И вновь на все возникшие вопросы ответил Владимир Делба. Ежемесячный отчет об исполнении бюджета за январь или февраль месяц, там можно проследить о том, что государственный бюджет республики, в частности, не выполняется по доходам. Тому есть объективные причины. Это в том числе ограничения по перемещению товаров во время мероприятий, которые проводились в Сочи, олимпийские. И наш бюджет, естественно, в том объеме, в котором должен был получить доходы, не получил. Задержка заработной платы, если так, коротко, да, ее нет. Заработная плата полностью погашена. Причем очень болезненно сказалось на доходах непоступления в районах. Я могу привести примеры. Мы вот то, о чем вот сейчас говорится, резервный фонд президента, почему используется в таком объеме, более чем предусмотрено. В наши районы, буквально во все районы не поступили доходы, которые были предусмотрены законом о бюджете. Что в таких случаях надо сделать? Надо сделать, чтобы, безусловно, там не было больших кассовых разрывов или их вообще не было. Надо осуществить поддержку этому району. Безусловно, эти деньги надо искать. Где их искать? Естественно, за счет резервных источников. Во все районы республики сегодня направлено более чем это предусмотрено законом о бюджете. Для того, чтобы была выплачена своевременно зарплата, все социальные выплаты и все расходы, которые предусмотрены. Что касается наличия задолженности, я могу сказать, да, была там небольшая задержка, которая полностью ликвидирована. Задолженность на текущий месяц не перешла. Свое мнение по данному вопросу высказал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Здесь было ряд заявлений, которые не могу не прокомментировать. Что касается казначейской системы, которая планируется, Минфин занимается, планируется с 2015 года ее ввести. Даур Джумкович, это не по рекомендациям российских коллег, никогда были проведены проверочные мероприятия, и вы предположили, что в связи с тем, что какие-то были нарушения. Если вы ознакомитесь с концепцией социально-экономического развития, которая в 2005 году разрабатывалась в администрации президентом под руководством Заура Миквабия, еще там была заложена необходимость переход к казначейской системе. Это не с того момента, как в 2010 году стала поступать помощь, а именно с 2005 года вопросы реформирования бюджетного устройства, введения казначейской системы, а не предложения российских коллег. Касательно резервного фонда, который вы выставили как ложка дегтя в бочке меда этого закона, то скажу, что на сегодняшний день действующее законодательство никоим образом не ограничивает предельный размер резервного фонда ни президента, ни кабинета министров. Дальше по параллели с российским стабилизационным фондом. Даур Джумкович, здесь, извините, если это будет грубо, происходит подмена понятий резервный фонд президента и стабилизационный фонд Российской Федерации. Это совершенно разная правовая природа фонда. В полемику вступил и вице-спикер парламента Адгур Харази. И псахту по приоритетку. В Израиле все а психолог
квартал цԥхьаӡа психологцәа, психиатрцәа ауаа ус рыдырулоит. Заанаҵы иҭырҵаауеит ауаҩы, убриза ҟамларц, ачрақәа ҟамларц, ачымазара ауаҩы чымзизар заанаҵы ирыхәшәтәуеит. Аха абри иахьа ҳазхәаԥшуа азакәан иадкыланы абри зысҳәо, шәахьала ауаҩы днеины убра мааҭк иауны уи иалазҵаара узыӡбаӡом. Уи иалазҵаара узыӡбаӡом. Сгәы иаанагоит уи иара аминистерство, агәабзиахьчара аминистерство планк ҟарҵароуп, убри аплан иақәыршәаны аԥара зоужьны абри аекономика ишазоурыжьо еиԥш абригьы абас аекономика аасҭагьы абри иаҳа имчу зҵаароуп. На вновь возникшие у депутатов вопросы ответил министр финансов. Резервные фонды – это всего лишь источники. Это информация всего лишь, откуда можно взять ресурс для того, чтобы обеспечить лечение граждан. Все заключения, все договора, все консультации по лечению наших граждан ведет Министерство здравоохранения. Это по сути можно сказать, что деньги находятся в Министерстве здравоохранения. И деньги финансируются за счет вот этих источников в Минздрав. Минздрав является в данном случае государственным заказчиком этих услуг и оплачивает по договорам лечения. Ну, я так понимаю, многие об этом знают. Данный законопроект депутаты обсуждали около 2 часов, после чего документ был принят в 3-м, а затем и 4-м окончательном чтении. Далее был представлен проект закона о внесении изменений в закон о Национальном банке Абхазии. Его представил Дмитрий Шамба. Депутаты единогласно проголосовали за документ в 3-м и окончательном чтении. Вслед за этим депутаты вернулись к вопросу о моратории на исполнение принятых решений Национального банка. 1 мая, но учитывая, что 1 мая это выходной день, будем ждать 5 мая, что санкции будут сняты. Если 5 мая не будет кроме того, что был у нас личный разговор, я послал официальное письмо со своей подписью с просьбой в связи, не с просьбой, а рекомендовали в связи с тем, что мы принимаем закон о банкротстве кредитных организаций, снять санкции с кредитных учреждений для того, чтобы попытаться оздоровить их. Договор у нас 5 мая истекает, да, выходные дни, сейчас я понимаю, что банк не будет работать. Если не будет 5 мая принято такого решения, мы в любом случае должны рассматривать закон о кредитных организациях, и тогда будем рассматривать его в пути с нашими постановами. После перерыва депутаты в течение часа с небольшим рассмотрели 5 законопроектов. В 1-м и окончательном чтении был принят проект закона о недрах. Во 2-м и окончательном чтении большинством голосов депутаты одобрили проекты части 3 Гражданского кодекса Абхазии и о введении в действие этой части кодекса. В 4-м и окончательном чтении был утвержден проект закона об инвестиционной деятельности. Нисфа Аршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.